Весна 1918 года стала поворотным моментом в истории нашего края и всей России. Гражданская война, фактически уже шедшая с конца 1917 года, до сих пор протекала в инкубационной форме. Только теперь она приобрела все необходимые атрибуты в виде оформившихся двух лагерей противоборствующих сил – большевиков и антибольшевистских сил. Большевики, ряды которых были сцементированы партийной дисциплиной, были словно волки, а их разрозненные противники – интеллигенты, офицеры, обломки различных партий, национал-автономисты всех мастей, словно овцы. В руках у большевиков были ресурсы всей страны. И главное – оружие. У их противников ничего. Исход борьбы, казалось, был очевиден. Но тут в ситуацию вмешалась третья сила. Мгновенное крушение Российской империи, еще совсем недавно претендовавшей быть Третьим Римом и мечтавшей о завоевании Константинополя, чтобы утвердиться в глазах мира в качестве наследницы власти римских цезарей, вызвало в умах граждан сильнейшее потрясение. Дальнейшие события развивались со столь стремительной быстротой, что большинство граждан России так и не успело осознать, что собственно произошло. Установление демократических свобод, частая смена состава Временного правительства, страстная полемика вокруг учредительного собрания – все это только усиливало общее смятение в стране. Пользуясь всеобщей сумятицей, большевики захватывают власть, и по всей территории бывшей Российской империи начинается так называемое триумфальное шествие советской власти. Ленин разослал по стране 644 комиссара, которые повсеместно установили диктатуру большевиков. Однако во внешней политике не все так было блестяще, как во внутренней. 3 марта 1918 года советское правительство подписывает Брест-Литовский мирный договор с Германией. По условиям договора Россия потеряла территорию площадью 800 тысяч квадратных километров. Это две Франции с населением 56 миллионов человек, то есть треть территории бывшей Российской империи. Россия лишилась Прибалтики, Закавказья, Украины и Финляндии. Германия немедленно оккупировала Украину с согласия Центральной Рады, боявшейся москалей пуще немцев, и Прибалтику. Турция оккупировала Азербайджан, а Румыния – Бессарабию. Кроме того, Россия и Австро-Венгрия должны были обменяться пленными. 3 миллиона российских подданных на 2 миллиона австрияков, в основном чехов, словаков, сербов и венгров. Казалось, не было силы, способной свергнуть иго узурпаторов. А большевиков тогда никто иначе и не воспринимал. Их считали немецкими шпионами, исполняющими заказ германской разведки. Но вот в конце мая 1918 года всю страну облетела сногсшибательная весть. Восставшие Чехословаки захватили Челябинск. Это стало своеобразным сигналом к всеобщему восстанию против советской власти. По договоренности с союзниками, все те солдаты австро-венгерской армии, которые перешли на сторону, были взяты в плен и выразили согласие воевать на стороне союзников, были сформированы специальный чехословацкий корпус. И этот корпус должен был воевать на стороне Антанты, со стороны России против Германии. Однако, после того, как Советская Россия подписала Брестский мир, то Россия должна была выйти из войны с Германией. Поэтому по соглашению с представителями Антанты чехословацкий корпус должен был быть переброшен во Владивосток, чтобы пароходами отправиться на фронт с Германией в Европе. И вот эвакуация этого корпуса началась в течение всего 17-го, в начало 18-го года. И к маю 1918 года чехословацкий корпус, который насчитывал 30 тысяч солдат вооруженных, растянулся в эшелонах, начиная от Самары и кончая Омском. Германское правительство требовало от советского правительства разоружения чехословаков и их депортацию в Австрию. Большевики не в состоянии выполнить эти условия, так как 40-тысячный вооруженный чехословацкий корпус представляет собой внушительную силу. Отправление чехов через Дальний Восток было единственным возможным путем, по которому они могли попасть в Европу. Почему? Потому что северные порты, Мурманск, были закрыты льдом, и реальный путь, который лежал в Европу, он шел через Дальний Восток. Через Черное море пройти не могли, потому что Турция воевала на стороне Германии, Черноморские проливы были закрыты, а на западе шла война. В общем, чешский корпус никак не мог быть переброшен лишь через только Дальний Восток. Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий отбивает в Челябинск телеграмму.
Все советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте. Понятно, что первая же попытка выполнить приказ вызвала восстание, и 26 мая чехи захватывают Челябинск. На следующий день Рудольф Гайда, один из чешских командиров, отдал приказ по корпусу уничтожать на местах власть большевиков. В течение нескольких дней советская власть пала на громадном пространстве от Самары до Иркутска. К этому мятежу примкнули сразу повстанческие отряды крестьянские и остатки русской армии, которые не приняли Брестский мир. И это движение превратилось в массовое движение против большевизма. Оно привело к тому, что 8 июня 1918 года в Казани было сформировано правительство Комитета учредительного собрания, и начала формироваться армия Камуча, куда и вошел чешский корпус. Мы оставили башкирское правительство и лидера башкирского движения Ахмедзаки Валидова на момент освобождения из Оренбургской тюрьмы. Лидеры большевиков поняли, что в башкирском вопросе они явно переборщили. И вот Сталин предпринимает запоздалую попытку привлечь Валидова на сторону Советов. Но последний наотрез отказывается приезжать в Москву. Вместо этого он отправляется в Челябинск, в штаб чешских войск. Их штаб-квартира в Челябинске разместилась в нескольких вагонах, пишет Ахмедзаки Валидов в своих воспоминаниях. «Я прошел к руководителю мятежа и командиру. Им был Богдан Павлов. Я рассказал им о том, что в Бурзянском, Тангауровском, Катайском и Яланском кантонах имеются наши партизанские отряды. Попросил у них оружие. Они согласились удовлетворить нашу просьбу, решили предоставить под наше правительство здание в центральном районе города». Сразу же после встречи с руководителями чехословацкого корпуса из-под пера Валидова выходит обращение к башкирскому народу. Партия большевиков, уничтожив автономию Туркестана, Казахстана, Кавказа, Крыма, Украины, Сибири и казачьего населения, наряду с этим погубила провозглашенную вами автономию. В настоящее время чехословаки выгнали большевиков из Сибири. Остались большевики теперь лишь на мусульманских территориях, как Казань, Уфа, Симбирск, Оренбург, Туркестан. Теперь мы, башкиры, объединившись с казах-киргизами, туркестанскими мусульманами и казачьими войсками, прогоним их из нашей страны. Вставай, башкир! Поднимись, мусульманин! Зампредседателя башкирского правительства Ахмедзаки Валидов, Челябинск, 1 июня 1918 года. Одновременно с башкирским создаются и другие белые правительства России. В Омске возникает Временное сибирское правительство, в Екатеринбурге – Уральское, во Владивостоке – Всесибирское. Но самым легитимным из всех правительств, возникших после чешского мятежа, был Комуч. 18-й год – это как раз период, когда было создано большое количество правительств контрреволюционных, которые не приняли революцию. Сибирь объявила о своей автономии, было создано сибирское правительство и начало формировать сибирскую народную армию. Камуч в Поволжье формировал свою народную армию. Но понятно, что башкирское правительство создавало свою башкирскую армию, а казаки объявили о своих республиках и имели свои казачьи части. В целом можно говорить, что на всем протяжении Поволжья, Сибири и Дальнего Востока существовало около 6-5 правительств, которые формировали свои воинские подразделения, и все они были направлены на борьбу с Советской Россией. Комуч объявил себя преемником Временного правительства, сторонником Антанты и врагом Германии. Большевики, соответственно, были врагами Антанты и союзниками Германии. С точки зрения государственного строительства Камуч был легитимным. Почему? Потому что он был создан на заседании учредительного собрания, на первом заседании, которое потом было разогнано большевиками. Но депутаты этого собрания были избраны в течение осени 1917 года, ведь проходили выборы. И все члены комитета учредительного собрания это были люди, избранные народом. Конечно, там преобладали эсеры, в меньшей степени меньшевики, но это были законные представители власти, которых, в общем-то, принимали как законных представителей и им подчинялись. Новое правительство, претендовавшее называться Всероссийским, объявило о мобилизации в народную армию, но дело шло из рук вон плохо. В самом начале Камуч, как, впрочем, и сибирское правительство, начали формирование своих военных подразделений на основании добровольных принципов.
То есть объявлялся призыв вооруженной силы того или иного правительства на добровольной основе. Башкиры с самого начала объявили мобилизацию. То есть они изначально отказались от добровольческих принципов, которые практиковали сибирцы и представители самарского правительства. Это позволило буквально в течение 2-3 недель сформировать первые крупные подразделения. И, соответственно, за короткий срок создать боеспособные части. В отличие от Комуча, башкирское правительство никогда не испытывало недостатка в желающих служить в башкирской армии. Люди были, но не хватало оружия, продовольствия, амуниции и других составляющих материальной части. На первых порах неоценимую услугу оказали чехи. 18-й год – это была единственная боеспособная сила, которая, собственно говоря, объединила вокруг себя и повстанцев, и оренбургских уральских казаков, и башкирское войско, и зародившуюся только что народную армию Комуча. «7 июня 1918 года специальным указом было восстановлено башкирское правительство, которое немедленно приступило к организации национального войска. Новорожденная башкирская армия пополнялась за счет солдат-башкир распущенного Харби-Шуро и перебежчиков из частей Красной армии. Например, контингент отдельного башкирского красногвардейского легиона, воевавшего весной 18 года против белых оренбургских казаков, вошел в состав 2-го башкирского пехотного полка. Военный отдел башкирского правительства разработал мобилизационный план. Предполагалось разбить мобилизационный план на 6 этапов, в ходе которых в ряды башкирского войска призывалось порядка 12 тысяч человек. В перспективе план вырастал, так сказать, в более такой, что ли, расширенный, более расширенную схему, которая подразумевала призыв башкирского населения в национальную армию в количестве порядка 31 тысячи человек. Уже 14 июня 1918 года первый башкирский стрелковый полк перебрасывается на Екатеринбургский фронт. Он стал ядром так называемого Султаевского отряда, насчитывавшего 2000 человек. Им противостояли почти втрое превосходящие силы противника. В состав Султаевского отряда вошел первый батальон первого башкирского полка. Впоследствии он был дополнен 2-м батальоном. Также были туда включены несколько дружин оренбургских казаков. Но стержень или боевое ядро Султаевского отряда составляли башкиры, то есть те части, которые были сформированы в соответствии с приказом башкирского правительства. Решительные сражения состоялись у деревни Куяш и станции Тургаяк. Красные были на голову разбиты. Фронт был прорван. Большевики оставили Златоуст, после чего началось повальное бегство красных в сторону Екатеринбурга. В адрес башкирских солдат посыпались лестные отзывы. Генерал Ханжин отбивает телеграмму: «С чувством глубокой радости и гордости приветствую доблестное поведение молодых башкирских частей 1-го башкирского полка. Командующий Уральским корпусом генерал-лейтенант Ханжин. 9 июля». А полковник Чечик, командир 1-й чехословацкой дивизии, получает донесение. В последних боях башкиры вели себя выше похвалы и зарекомендовали себя надежными солдатами. Командир корпуса не только не встречает препятствий к формированию новых башкирских отрядов, но и предлагает оказать для этого всяческое содействие. Начальник штаба чехословацкого корпуса полковник Червинка. Султаевский отряд объединился с чехами, и они, в общем-то, вместе перешли в наступление в направлении Екатеринбурга. В итоге в конце июля 1918 года Екатеринбург был оставлен красным, и башкиры среди первых вошли в этот город. 28 июля 1918 года двухмесячные бои на Екатеринбургском фронте завершились полной победой. Чешские подразделения, а также части 1-го и 2-го башпехотных полков освободили Екатеринбург от большевиков, которые незадолго до этого расправились с царской семьей. Поспешная расправа над Романовыми была вызвана стремительным наступлением чехов и башкир. Встреча, устроенная жителями города башкиром, была восторженной. Отряд забрасывали цветами, неслись восторженные приветствия. Башкирским воинам торжественно вручили знамя, на котором была сделана надпись на русском и башкирском языках: «Благодарный Екатеринбург
доблестным освободителем. Летом 1918 года центральная территория Башкирии также становится театром военных действий. Опорой большевиков в Уфимской губернии были БНВ – боевые дружины народного вооружения. На них следует остановиться подробнее, хотя бы потому, что именами боевиков БНВ, братьев Кадамцевых, Петра Зенцова, Чеверева названы улицы Уфы. В 1903 году по приговору партии эсеров боевик Егор Дулебов убивает уфимского губернатора Николая Богдановича. В следующем 1904 году другой боевик, приятель Дулебова, тоже, кстати, бывший уфимский рабочий, Егор Сазонов, убивает министра внутренних дел Российской империи Плеве. Подвиги эсеровских террористов произвели сильное впечатление на их земляков из партии большевиков, и они приступают к созданию своей боевой организации. Руководителями террористического подполья стали братья Кадамцевы. В течение 1906 и 1907 годов они бомбят почтовые поезда, берут астрономические суммы и большей частью отсылают их Ленину. Но немного оставляют и себе. При эксах погибают кассиры, стражники, полицейские, случайные прохожие. Боевики наглеют, чувствуя свою безнаказанность. Экспроприированные деньги они тратят на рестораны, кутежи и бордели. Словом, нравственно разлагаются. И вот в 1908 году следует череда арестов. Организация была разгромлена, но не уничтожена окончательно. Отряды боевой организации народного вооружения созданы в конце 1917 года для подавления крестьянских выступлений и борьбы с Оренбургским, с атаманом Оренбургского войска Дутовым. Свою, скажем так, боевую подготовку они достаточно ярко продемонстрировали в ходе боев в конце 17-го, первой половине 18 года и, в общем-то, были способны решать достаточно широкие боевые задачи. Поэтому, естественно, башкиры здесь столкнулись уже с подготовленным противником и, соответственно, борьба потекала в достаточно ожесточенной, скажем, обстановке. Уфимские дружины БНВ во главе с Михаилом Кадамцевым с осени 1917 года сражаются с Дутовым под Оренбургом и Верхнеуральском. Защищают Самару от чехов. Уфимским товарищам партия поручала и более щекотливые задания. Боевики Мячин, Зенцов и Чудинов конвоируют царскую семью из Тобольска в Екатеринбург, где и нашла свою гибель августейшая фамилия. В связи с тем, что у большевиков в тот период времени не было регулярных военных сил, они решали проблему руками красногвардейцев. Вот среди красногвардейцев особенно выделялись отряды БОНВ. То есть они прошли достаточно такую тщательную боевую подготовку, были хорошо вооружены и имели опыт боевых столкновений. Единственная проблема была в том, что они имели опыт столкновения с регулярными частями. Поэтому, когда началась крупномасштабная война на Южном Урале, они, естественно, по ряду позиций уступали, скажем так, своим оппонентам. Возможно, это одна из причин, почему они потерпели поражение на этом рубеже и не сумели, скажем так, создать какую-то конкуренцию тем же башкирам. После разгрома красных Султаевским отрядом под Златоустом уфимские формирования БНВ во главе с Чеверевым 5 июля оставили без боя Уфу и отступили в северном направлении. Другая группа отрядов БНВ, состоявшая из числа рабочих уральских заводов и Стерлитамака, оказалась в окружении в районе Белорецка. К ним присоединился интернациональный отряд, состоявший из немцев, венгров, эстонцев и китайцев, а также красные казаки братьев Кашириных. Всю эту огромную по меркам гражданской войны группировку, насчитывавшую более 10 тысяч бойцов, возглавил будущий советский маршал Василий Блюхер. Южноуральская Красная Армия, как теперь именовались партизаны Блюхера, попыталась прорваться к Екатеринбургу. Но объединенные силы башкир, чехов и казаков остановили красных под Верхнеуральском. По словам Ивана Каширина, на пути к городу красноармейцы бились за каждую сопку и гору, дрались, сталкиваясь главным образом с башкирскими частями. Красные понесли большие потери и, не сумев пробиться к Верхнеуральску, отступили. Так начался героизированный советской литературой рейд армии Блюхера по так называемым тылам противника.
На самом деле это было банальное бегство Красной гвардии по наиболее безопасному маршруту, проходившему между Уральскими горами с одной стороны и рекой Белой с другой. Вспоминая эти события, Ахмед Заки Валиди пишет: «Через год, когда мы заключили мир с Советами, и я приехал в Москву, состоялась моя встреча с Николаем Кашириным. Этот наш враг, с которым приходилось нам неоднократно воевать, оказался в жизни неплохим человеком. Когда я рассказал, как они бежали через реку Зиган, слушал меня без смущения и гнева». Командующим башкирских войск Верхнеуральского фронта был Амир Карамышев, имевший под рукой 1-й кавалерийский и 5-й пехотные башкирские полки, а также отряды башкирских партизан, всего 1500 человек. Преследуют красных и казаки атамана Анненкова. 1-й башкирский кавалерийский полк буквально на плечах Блюхера врывается в Белорецк. Затем белые гонят красных сквозь горы через Серменево, Авзян и Кугунино. Начальник Верхнеуральского отряда полковник Анненков командиру 1-го башкирского конного полка Карамышеву. Командир 1-го эскадрона, веренного вам полка, со своим лихим эскадроном состоял в моем отряде около 2 недель. Но и в этот короткий период Харунжий Муртазин, выдающийся мужеством, сметливостью и распорядительностью, оказал громадную услугу отряду. Далее следовало перечисление подвигов Харунжева Мусы Муртазина. Башкиры и казаки пытаются заблокировать армию Блюхера в горах и уничтожить ее. Отступая, красные несут большие потери в боях у деревни Макарова и села Петровское. Но им удается вырваться из горных теснин на равнину. В одном из боев погиб командир 1-го кавалерийского полка Амир Карамышев, к тому времени уже ставший легендой башкирского войска. Его место занял недавно отличившийся Харунжий Муса Муртазин, будущая легенда башкирского войска. Преследование красных было возложено на башкиров, в частности на 1-й кавалерийский полк, который в то время командовал Муса Муртазин. В районе Иглино отряд Муртазина, полк Муртазина, нанес сильный удар по наиболее боеспособной части Блюхера. Это полк имени Стеньки Разина. Успешные боевые операции башкирских войск сразу же повысили авторитет башкирского правительства и сделали его объектом раздоров между Омском и Самарой. Каждое из этих двух правительств, Самарский Камуч и Временное Сибирское, теперь желало иметь в своем оперативном подчинении башкирское войско. Их не интересовали условия сотрудничества, а башкирское правительство, напротив, ставило вопрос об использовании башкирских полков в зависимость от вопроса о признании башкирской автономии. В июле Ахмед Заки Валидов прибыл в Омск, где встретился с военным министром сибирского правительства полковником Гришиным Алмазовым. Валидов вспоминает: поскольку башкирские части занимали важное стратегическое положение, договорились подчинить их непосредственно верховному командованию сибирского правительства. Были удовлетворены и другие наши требования. Восхищаясь тем, что мы за 1 месяц сумели создать целое войско, генерал издал об этом приказ, а мне решил присвоить звание полковника. Впрочем, Валидов отказался от этой чести, мотивируя отказ отсутствием военного образования. Сибирское временное правительство, правительству Башкирии, 9 июля 1918 года, Омск. Временное сибирское правительство не находит возможным вмешиваться во внутреннее самоуправление башкирского народа. Временное сибирское правительство может принять на себя организацию управления башкирскими войсками и снабжение его вооружением, снаряжением и довольствием только при условии соблюдения в башкирском войске тех основных тезисов, на которых строится сибирская армия. Валидов в принципе согласился с условиями сибирского правительства, которое фактически согласилось с существованием башкирской автономии. Однако Валидов искал пути для установления контактов и с Самарским Комучем. Это было связано, с одной стороны, с тем, что в Омске сменилась власть. Ну, в каком отношении она сменилась? Дело в том, что были удалены из сибирского правительства представители эсеров и меньшевиков и привлечены правые круги, те же кадеты и другие.
Сибирские генералы были против создания крупных войсковых подразделений и, соответственно, тормозили любыми путями формирование новых башкирских частей. Это было, наверное, главной причиной, почему он, в общем-то, решился на то, чтобы, в общем-то, вступить в переговоры с самарцами. Они приняли его с распростертыми объятиями. Почему? Потому что считали, что башкирское правительство близко им по духу. Взаимоотношения между правительствами были очень сложные. Никто не хотел подчиняться друг другу. В какой-то степени согласию пришли лишь в сентябре 2018 года, когда была создана Уфимская директория на большом совещании в Уфе. И на это сыграл большую роль поход отрядов Блюхера, когда было ясно, что у большевиков достаточно есть сил, с которыми будет трудно воевать по отдельности. Вот что писал один из непосредственных участников тех событий. Самарское правительство по духу казалось ближе башкирскому. Оба были демократическими и стояли на платформе сохранения завоевания революции. Самарцы обещали самую широкую автономию башкирам, но, как водится в демократических республиках, окончательные решения вопроса откладывали в долгий ящик до созыва учредительного собрания. Пока же соглашались на временную автономию. Сибирская военщина, в руках которой фактически находилась власть, она, в общем-то, достаточно скептически относилась не просто к созданию каких-то особых военных соединений, но и в целом к национальным проблемам. А Камуч, в общем-то, изначально, дал понять, что он достаточно либерально смотрит на вопросы, связанные с национальным самоопределением, на проблему федерализма. И, собственно говоря, именно Камуч первый из белых правительств, который, и последний, наверное, который признал автономию Башкортостана. Наконец, 8 сентября 1918 года, когда положение Камуча стало критическим, он, наконец, выдавил из себя запоздалое признание права нации на самоопределение. В специальной декларации по национальному вопросу Камуч обязывался в своей деятельности руководствоваться безусловным признанием принципа автономии всех национальностей, как бы они ни были малочисленны и на какой бы ступени культуры ни находились. Понятно, что это заявление было адресовано в основном башкирам, так как остальные народы Урала и Поволжья были в целом индифферентны к проблеме национального самоопределения и не имели четко оформленных структур власти и тем более собственного войска.